Добрый день, уважаемые ребята, добрый день, уважаемые родители, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в рамках университетских суббот мы с вами поговорим об условиях приема на следующий 2021 год. Там есть какие-то изменения, мы с вами все это сегодня обсудим. Хочу напомнить, что условия поступления во все вузы одинаковые, точно такие же, как и Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы. Вузы отличаются друг от друга только реализуемыми направлениями подготовки и, соответственно, перечнем ЕГЭ, который нужно при поступлении. Ну, давайте попробуем по презентации пройдемте. Как и прошлые годы, документы можно подать 5 вузов, но количество вузов на следующий год уже изменяется. Не количество вузов, а количество направлений. Количество направлений от 2 до 10 на усмотрение вуза. Уважаемые ребята, о чем я сегодня вам говорю, вам нужно будет еще корректировать 1 ноября на официальных сайтах вузов, где будет вывешена окончательная информация, где вот как раз вы сможете определить, в каком вузе, на сколько направлений можно подавать документы. Уважаемые ребята, это очень важный фактор, потому что количество вузов будет контролироваться единой федеральной информационной системой, которая называется ФИЗ-ГИА приема. Ну и количество же направлений подготовки, это каждый вуз будет сам персонально контролировать. И вот, на момент зачисления, если же количество вузов у вас будет больше, чем 5 вузов, у вас начнутся проблемы во время зачисления, и вы не сможете зачислиться ни в один вуз, если вы будете даже проходить по вашим баллам. Значит, поступление в вуз по результатам 3 ЕГЭ. Русский язык обязательно на все направления подготовки, какой бы вуз ни поступали. Следующий – это обязательный предмет для данного направления. Данный предмет вуза берет из приказа Министерства образования, высшего образования и науки, так и называется перечень вступительных экзаменов. Для каждого направления данный экзамен уже предусмотрен. И вот 3-й экзамен, предмет по выбору, то есть вуз выбирает. В этом году вуз имеет право 3-м предметом поставить на выбор 2 предмета. Ну, давайте на примере рассмотрим. Например, мы подаем документы на информационные системы и технологии, где в перечнях вступительных экзаменов традиционно был русский язык, математика, информатика. В этом году 3-м экзаменом могут поставить, к примеру, например, физику. То есть вы уже во время поступления на свое усмотрение будете предъявлять результаты ЕГЭ или же по информатике, или же по физике. То есть вам дается опять дополнительный шанс. Вот такая особенность. Также в вуз можно поступать по результатам 2 ЕГЭ и 1 творческого или профессионального экзамена. Это на так называемые творческие направления. Но в нашем вузе это полностью институт физической культуры, художественно-графический факультет, специальности музыкального отделения Института педагогики, где при поступлении сдаем обязательно русский язык и обязательный предмет для данного направления, что это вы уже знаете. Так? И 3-й экзамен творческий сдается в вузе. Если вы поступаете на направление физической культуры, например, это была общая физическая подготовленность. На художественно-графическом факультете это рисунок, на специальных музыкального отделения, к примеру, это или же танец, или же музыкальное исполнительство. Также экзамен профессиональной направленности сдается при поступлении на направления, связанные с изучением родных языков. Но, как правило, это у нас башкирский язык или татарский язык, в нашем вузе, во всяком случае. Так. Дальше. Часто абитуриенты задают вопрос, особенно в ходе приема документов: я данный предмет не выбрал ЕГЭ, могу ли я данный предмет сдавать ЕГЭ в вузе? Уважаемые ребята, ответ отрицательный. Вузы Российской Федерации в формате ЕГЭ экзамена не проводят, поэтому вам необходимо будет выбрать все предметы, которые нужно при поступлении именно в школе до 1 февраля, как вы знаете. А вообще, вступительные экзамены вузовские имеет право сдавать только следующая категория абитуриентов. Ну, конечно же, это за исключением тех, кто поступает на творческие направления, где один экзамен обязательно вузовский, это творческий. А в общем плане же имеют право сдавать
выпускники среднего профессионального образования, это колледжи, техникумы, и то в том случае, если в правилах приема вуза не прописано, что форматом вступительных экзаменов является ЕГЭ, потому что в этом году вузы имеют право такое. А дальше наши экзамены имеют право сдавать дети-инвалиды, инвалиды первой, второй, третьей группы и инвалиды детства. Иностранные граждане и третья категория лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию не в формате ЕГЭ. Но в текущем году получается, это что получается? Если ребенок инвалид сдал государственные вступительные экзамены, например, по математике в формате, не в формате ЕГЭ, но после этого у него инвалидность отменили, в этом случае он может сдать данный предмет уже в вузовском формате, но только тот предмет, который он не сдавал в формате единого государственного экзамена. Ну, к баллам ЕГЭ во всех вузах Российской Федерации также можно для участия в конкурсе добавить это так называемые индивидуальные баллы, баллы за индивидуальные достижения. Какие же перечни, каких мероприятий дают, сколько конкретных баллов, это вы опять же можете ознакомиться на сайте вузов. Только вот те направления, которые прописаны на сайтах вузов, вы сможете предоставить для получения дополнительных баллов. Максимальное количество дополнительных баллов вы можете получить до 10, то есть суммарно, ну, например, за ГТО, к примеру, кто-то дает 2 балла, за аттестат с отличием 5 баллов и так далее, но в сумме не более 10 баллов. Но также во всех вузах есть так называемый минимальный порог баллов для участия в конкурсе. В этом уже с прошлого года данный порог уже устанавливает даже не сам вуз, а наш учредитель. Это тот минимальное количество баллов, которые вам надо набрать по соответствующим общеобразовательным предметам, которые включены в перечень вступительных испытаний на данное направление, для того, чтобы подать документы и участвовать в конкурсе. Если же вы не преодолели данное количество баллов по конкретному предмету, к сожалению, вы уже документы не можете подавать. Но, ребята, опять же, обращаю внимание, это только те предметы, которые присутствуют в качестве предмета вступительного испытания. Значит, помимо общей квоты, также во всех вузах предусмотрено квотные поступления. Это первое поступление по квоте целевого обучения. Здесь механизм очень простой. Квота приема на целевое обучение устанавливается правительством Российской Федерации. Для каждого вуза свои направления и количество бюджетных мест. Вуз же не позднее 1 июня размещает на официальном сайте данную квоту. Вы заходите на официальный сайт вуза, заходите на раздел «Целевое обучение» и смотрите, если бюджет, целевое место, будем говорить, на данное направление, куда вы хотите. Если же есть данное направление, то есть данное место, то вам необходимо уже заключить договор о целевом обучении с работодателем. Вот какие требования предоставляются работодателю, пожалуйста, смотрите перед вами на слайде. Это должно быть, конечно же, государственное предприятие или же предприятие, которое имеет в основном капитале доля государства. Дальше есть особая квота, квота особого приема. Квота особого приема устанавливается уже непосредственно организации высшего образования в размере не менее 10% от объема контрольных цифр на конкретное направление подготовки. И к этой категории как раз относится следующая категория абитуриентов. Это дети-инвалиды первой, второй, а то и третьей группы, если причина инвалидности, инвалидность детства. Также туда относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, также воины, ветераны боевых действий. Что значит 10% квота? Ну, например, возьмем какое-то направление, где вуз, допустим, имеет 60 бюджетных мест. Вот на такого-то особого приема выделяется 10%, это получается 6 мест. На эти 6 мест будут претендовать уже по конкурсу те абитуриенты, которые относятся вот к приведенным
не категория. Также следующая, это категория, можно сказать, особого приема, это уже отдельная, это для победителей, призеров Олимпиад школьников, так называемых перечнях Олимпиад, которые в перечне Министерства просвещения, Министерства образования и науки. Победителям, призерам Олимпиад дается, если Олимпиада профильный предмет по профильному направлению, то абитуриенты могут поступить без вступительных экзаменов на конкретные направления. Ну, что это означает? Например, на направлении, к примеру, педагогическое образование по профилю физика и информатика, вузом прописан, что профильным предметом является физика. Вот если вы являетесь победителем или призером в данной олимпиаде, так называемой перечной олимпиады по физике, то вы не сдаете уже вступительные экзамены. То есть вы поступаете автоматически на данное направление. Но если же данный предмет не профильный, например, на данное направление, которое я вам уже говорил, физика профильная, а вы являетесь победителем или призером по русскому языку, но русский язык в данном случае присутствует в качестве предмета вступительного испытания на данное направление, но русский язык не профильный данному направлению, вы можете за русский язык получить максимальное количество баллов, то есть 100 баллов. Вот такие преимущества у вас будет. Дальше, прием документов, уважаемые ребята, конкретные даты, опять же, надо будет уточнять 1 ноября на сайтах вуза. Но практически все вузы начинают прием документов 20 июня, во всяком случае не позднее 20 июня. И завершается, если вы поступаете только по результатам ЕГЭ, не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Если же вы сдаете какое-то дополнительное вступительное испытание или же относитесь к категории ребят, которые поступают в вузовским, то соответствующие сроки не ранее 10 июля и не позднее 20 июля. Зачисление. Здесь тоже изменения. С этого года зачисление получается только 2 этапа. Раньше было 3 этапа. Значит, самые первые 27 июля на официальных сайтах во всех вузах размещаются списки поступающих, или же так называемый рейтинг абитуриент, пофамильный перечень с учетом баллов и условий приема. То есть вы будете знать, какую позицию, каковы ваши шансы для поступления на конкретное направление. Значит, дальше идет зачисление поступающих без вступительных испытаний, о котором я уже вам говорил, или же по квотам, особая квота, или же квота целевого обучения. Значит, здесь следующие сроки. Прием заявления о согласии на зачисление и предоставление оригиналов документов образования 28 июля, и приказ издается 30 июня. А по общему конкурсу уже получается у нас по общему конкурсу прием заявления о согласии на зачисление 5 августа, издание приказа 3 августа, издание приказа 5 августа. Но опять же эти сроки надо будет уточнить вам 1 ноября на официальных сайтах вузов. Дальше давайте расскажем о нашем университете, какие же направления мы реализуем. Как вы знаете, Башкирский государственный педагогический университет — единственный профильный педагогический вуз в Республике Башкортостан. Это ведущий вуз не только по Волжье, но и Российской Федерации. В университете реализуется более 120 образовательных программ и профилей подготовки. Уважаемые ребята, это огромный выбор направлений. И плюс еще большая возможность комбинировать или варьировать результаты ЕГЭ при поступлении. Значит, университет ведет многоуровневую подготовку, начиная с среднего профессионального образования, есть свой колледж. Дальше готовим бакалавров, специалистов, магистров, также аспирантов и докторантов. На следующий год приема мы имеем 1690 бюджетных мест. Это, конечно же, огромное количество бюджетных мест. Но по этому критерию наш вуз занимает где-то порядка 4-е место в республике.
Проходные баллы прошлого года в зависимости от профилей было от 152 до 266. Как вы видите, вполне реальные баллы. Так ведь? Ну и наша доля подготовки кадров, сами посмотрите. Здесь вы видите, что педагогический университет готовит специалистов, оказывается, не только для сферы образования, но и для многих других областей. Структура университета перед вами. У нас институты и факультеты. Это институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий, где мы готовим как педагогов, так и инженеров. Институт филологического образования готовим как учителей, так и филологов. Но во всех факультетах можно, наверное, так и сказать. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Институт педагогики, естественно-географический факультет. Башкирской филологии, художественно-графический факультет, Институт физической культуры и здоровья человека, факультет психологии и Институт непрерывного образования, и, как я уже сказал, наш колледж. Ну, давайте пройдемся очень кратко по нашим направлениям подготовки. Педагогический вуз, конечно же, ребята, основные наши направления – это педагогические направления. Здесь тоже есть свои особенности. По педагогическому образованию реализуем педагогическое образование направление с одним конкретным профилем. В течение 4 лет вы получаете конкретную профессию. Вот перед вами профили. Это и хореография, начальное дошкольное образование, физическая культура и так далее. Но основная масса наших направлений – это двухпрофильные направления. В течение 5 лет, здесь срок обучения увеличивается на 1 год, мы готовим специалистов практически по 2 областям. Вот это традиционные, как физика, информатика, биология, химия, география, биология, а также интересные такие направления, как родной башкирский язык, иностранные языки конкретные, в частности английский, китайские языки, также очень перспективные направления башкирский язык, литература, начальное дошкольное образование. Ну, уважаемые ребята, присмотритесь, вы практически получаете здесь не то что по 2 направлениям, а сразу по 3 направлениям подготовку. Вот продолжается у нас список педагогического образования с 2 профилями, потому что он довольно-таки большой. В рамках психолого-педагогического образования мы готовим психологов, социальных педагогов, также психологов-консультантов, психологов в управлении и экономике. Тоже очень перспективные, интересные направления. Ну и, конечно же, специальное дефектологическое образование или же коррекционная педагогика. Здесь профили логопедия и дошкольная дефектология. Как раз при поступлении, уважаемые ребята, это как раз тот случай, где нужно будет при поступлении всего-навсего 2 экзамена. Ну, в частности, это русский язык и математика профильная. Ну, как уже говорил, помимо педагогических направлений, университет это реализует и большое количество классических направлений. Это классическая биология, профилями биоэкология, генетика, устойчивое развитие экосистем. Готовим переводчиков сразу по 3 языкам: английский, немецкий, французский, специалистов в области туризма, референтов, аналитиков. Дальше у нас идет инженерное направление в Институте физики и математики, которое реализуется. Это прикладная информатика, информационные системы и технологии. И единственный педагогический вуз Российской Федерации, который реализует направление подготовки электроника и радиоэлектроника и система связи. Ну, что касается колледжа, вот перечень наших направлений. Здесь тоже огромный выбор направлений, как педагогическое, так и классические направления. Это и гостиничный сервис, гостиничное дело. Но чем отличается? Гостиничное дело – это непосредственная организация системы, гостиничной системы, а гостиничный сервис – это значит то, что внутри это непосредственно сервис. Это и обслуживание, и ресторанное дело, и много-много другое. Информационная система программирования, туризм, право, музыкальное образование, физкультура, экологов готовим, библиотековедов готовим, документоведов, ну и традиционные учителя начальных классов и работников для сферы дошкольного образования.
Уважаемые ребята, при поступлении в колледж практические экзамены не нужны. Вы поступаете по среднему баллу аттестата. Есть вступительные испытания только по творческим направлениям. Это физкультура, изобразительное искусство, музыкальное образование, где есть одно творческие экзамены по профилю данных направлений. И то они оцениваются по зачетной системе, в итоге вы все равно поступаете по среднему баллу аттестата. Например, для того, чтобы поступить на направление подготовки физическая культура, где мы готовим не педагогов, вообще-то тренеров готовим, так ли? Здесь средний балл аттестата, плюс вы сдаете экзамен по общей физической подготовленности, который оценивается на зачет или не зачет. А поступление же будет только тех абитуриентов, которые получили зачет все равно в итоге по среднему баллу аттестата. Так, уважаемые ребята, отличие нашего, особенность нашего вуза еще в том, что вы параллельно освоению образовательной программы также можете получить вторую профессию в центре дополнительного образования. Видите, какие интересные направления. Например, вы можете стать психологом и инструктором тренажерного зала. Дальше, уважаемые ребята, также уважаемые коллеги и учителя, после окончания программ бакалавриата и специалитета у вас также будет возможности обучаться магистратуре, если у вас есть желание. Реализуется на следующий год магистратура по 78 программам, как вы видите, как педагогического направления, так и классических направлений. Уважаемые коллеги, учителя, еще раз обращаюсь к вам, по заочной форме обучения мы имеем порядка 250 бюджетных мест. Конечно же, мы в первую очередь будем очень рады видеть вас в числе наших студентов-магистрантов. Направления подготовки, какие конкретно реализуются, также вы и перечень вступительных экзаменов вы также можете посмотреть на официальном сайте вуза, я еще раз напоминаю, после 1 ноября. Уважаемые ребята, наш вуз единственный вуз Республики Башкортостан, который входит в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Реализуются совместные программы с вузами-партнерами Казахстана, Китая, Индии и других стран. Но также вуз имеет статус опорного гуманитарного вуза России. У нас получается два вуза гуманитарных, опорный технический вуз у нас есть, так ведь да, и опорный гуманитарный вуз, это по Республике Башкортостан. Дальше, для иногородних условия проживания 7 общежитий на 4000 мест, 3 общежития повышенной комфортности, по сути это однокомнатная квартира, только без кухни, так ведь да. И в отличие от многих вузов Республики Башкортостан, педагогический университет предоставляет общежитие для всех студентов, иногородних имеется в виду, не только бюджетников, в том числе и коммерческим студентам. С первого курса у вас будет возможность заниматься студенческой наукой, не только заниматься, а здесь уже заработать приличные деньги, можно сказать. Для занятий спортом наш вуз единственный вуз, который имеет 2 плавательных бассейна. Есть вузы с бассейнами, но только один. Так, да. 7 спортивных залов. То есть созданы все условия, чтобы развивать свой потенциал именно в области спорта. Точно так же вы можете реализовать свой потенциал в творчестве. 10 студенческих коллективов, 4 из них носят уже статус народных. Тоже будет возможность у вас получать, развивать себя в данных направлениях. Уважаемые ребята, вот уже 2-й год пошел, в университете функционирует профориентационный центр 5К. По всем вопросам относительно приема, выбора профессии, также подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, вы можете обратиться в наш центр. Вот наш телефон и наш адрес. Это Октябрьской революции 3А, корпус 1, вход со стороны торца по Октябрьской революции. Ну, ориентиры это гостиный двор, буквально в 3 шагах от гостиного двора. Ну и наши телефоны и адрес почты, по которому вы можете нам написать. Ну, уважаемые ребята, в заключение я вам хочу сказать, конечно же, основное наше богатство это наши выпускники.
Значит, наши выпускники педагогического университета, я вас уверяю, готовят универсальных специалистов. Они востребованы и работают практически во всех сферах человеческой деятельности. Ну что же, уважаемые ребята, изучайте на официальных сайтах правила приема вузов, дерзайте, сдайте ЕГЭ, конечно же, поступайте в Башкирский государственный педагогический университет имени Муфтахиддина Акмулла. Удачи вам, ребята. До свидания.